Российско-Кыргызский Аманбанк – банк абсолютного доверия. Вот живут люди вместе, дружно, в одном многоквартирном доме. А вот когда начинают делить собственность и прибыль с хозяйственных объектов, тут и начинается наша программа ЖКХ «Пути решения». Добрый вечер! Проживаю в данном доме и, в частности, в данном подъезде 42 года. Последние 4 года для дома не делается ничего абсолютно. Хотя деньги собираются у нас, и благодаря тому, что у нас павильоны на нашей территории находятся, приличные. В частности, вот наш подъезд. Сколько уже лет мы давали заявку и просили, нам нужен ремонт, нам нужен ремонт. Ответ постоянно был отрицательный. Подождите, то нет денег, то собрание не решило делать пока ремонт в подъездах. Есть более насущные дела. Разбито окно. Даже в письменном виде давали несколько раз ей заявку. Стекло не вставлено, тоже в течение нескольких лет. В последнее время не работает свет, уличный свет, освещение. Хотя ее муж является электриком, получает за это заработную плату. На заявки не реагируют наши. И сегодня у нас в студии Алла Александровна Семиченко, жилец в ТСЖ «Конкордия», дома на улице Ахунбаева, 98Б. Итак, Алла Александровна, расскажите о вашей проблеме. Что заставило вас обратиться к нам на программу? У нас проблема такая, что нашему ТСЖ «Конкордия» уже 8 лет. Председателем нашего ТСЖ является Мокшина Татьяна Павловна, житель нашего дома. За 8 лет мы посчитали около 2 миллионов сомов на содержание нашего дома. Эта сумма состоит из членских взносов жителей и павильонов, которые находятся на нашей территории. За аренду нашего земельного участка платят арендаторы павильонов. Плюс у нас еще музыкальная школа находится в подвальном помещении, которая тоже платит нам деньги, как членские взнос на содержание дома. Но несмотря на то, что около 2 миллионов, вот мы грубо посчитали, у нас, значит, дом в ужасном состоянии. Крылечки разбиты, окна разбиты в подъездах, лампочки не горят, гнилая крыша. И председатель ТСЖ наша Мокшина Татьяна Павловна не исполняет сроки полномочий нашего ТСЖ, то есть не отчитывается за эти 8 лет, мы не можем узнать, куда идут наши деньги. И в результате этого мы обратились. У нас в студии Татьяна Павловна Мокшина, председатель ТСЖ «Конкордия». Здравствуйте, уважаемая студия. Во-первых, я хочу отметить то, что товарищество собственников жилья – это маленькая семья. И эта семья состоит из всех собственников жилых и нежилых помещений. Поэтому мне очень удивительно, что сейчас с обвинениями выступает гражданка Алла Александровна, которая вообще не является собственницей жилого помещения. И на данный момент, и уже на протяжении более 10 лет, ни она, ни ее семья в нашем доме не проживают. То есть письмо ОГНС по Октябрьскому району, которое было направлено в адрес товарищества, где указано, что согласно письменному заявлению Семиченко Аллы, в квартире ее мужа проживают их друзья. Алла Александровна, вы отстаиваете права, вы главный активист и представитель более 60 квартир вашего дома. Но имеете ли вы право и вообще объективные данные о той ситуации, которая происходит в доме? Собственником данной квартиры в этом доме является мой муж. Я его законная супруга. В этой квартире я проживаю. У меня имеется прописка по этому адресу, и у меня есть генеральная доверенность представлять моего мужа во всех инстанциях, и в том числе в ТСЖ. И у Татьяны Павловны такая доверенность имеется на руках. Насколько
Татьяна Павловна, это вообще имеет значение для обсуждения? Ну, я считаю, что это имеет значение, потому что никто не может лезть в нашу семью, и я бы готова была бы все эти упреки и обвинения принимать со стороны своих жителей, то есть со стороны собственников жилых и нежилых помещений. Если у вас есть сомнения в том, что Алла Александровна может объективно выражать точку зрения своих соседей, мы попросим их выйти и подтвердить или опровергнуть ее слова. Итак, возвращаясь к нашему вопросу, вы отдаете свои полномочия председателя или не отдаете? Или, как утверждают жильцы, саботируете, отказываетесь сдавать? Ну, о том, что я не хочу передавать свои полномочия, это не совсем правильно. 1 февраля было вывешено объявление на доме возле каждого подъезда на всеобщее обозрение, где в виде объявления была сообщена всем данная информация. В этом объявлении я просила их, чтобы они в соответствии с законом, и в соответствии не только с законом о товариществе собственников жилья, но и в соответствии с нашим уставом, среди членов вновь избранного правления избрали исполняющего обязанности председателя, уведомили об этом, как требует статья 18 Закона о регистрации юридических лиц, уведомили Управление юстиции и приступили к приему передачи. Но в связи с тем, что такая ситуация бездействия, она продолжалась, я обратилась к главе Октябрьской администрации, где указала, что, уважаемый глава, прошу вас, поскольку вы в свое время принимали активное участие в том, чтобы я передала свои полномочия председателя, теперь я вас также убедительно прошу, чтобы вы оказали такое же активное участие, поговорили как-то с вновь избранным правлением нашего товарищества, чтобы те приняли все эти документы. Хорошо, и вот приступили. тут момент я прокомментирую сам. Мы приглашали в студию представителей и Октябрьской районной администрации, и представителя МТУ номер 8 Джолдоша Абдыкалыкова. Если администрация ответила, что они не хотят вмешиваться в личные отношения между жильцами, то начальник МТУ просто проигнорировал нашу просьбу прийти на программу и принять в ней участие и дать свой комментарий. Увы, это так. Теперь я хочу ответить на комментарии Мокшиной по поводу того, что мы не приходим. То, что она сейчас сказала, это абсурд. У нас собрание о выборе ее, освобождении ее от должности было 16 июля, задумайтесь. Мы выбрали председателя ТСЖ, новый состав членов правления, ревизионную комиссию. Полгода мы ходили по всем инстанциям и писали, чтобы она сдала документы. Неужели вы думаете, что сейчас, когда она хочет сдать, мы не пошли бы забирать эти документы? Мало того, это вообще, знаете, я могу сказать, что она косвенно... значит, не пошли, раз мы здесь подождите, собрались, она да? косвенно причастна к смерти нашего нового, вновь избранного председателя ТСЖ. Что произошло 16 июля, когда мы ее освободили? Хочу еще пояснить, что собрание было, 70% был кворум на этом собрании, было видео, все подписи. Но это достаточно серьезное обвинение. Если вы апеллируете можно я такими скажу, фактами, то какие-то конкретики. Значит, по поводу того, что она стала угрожать председателю этому, звонила звонками, доставала, значит, написала на него, у меня имеется заявление в РОВД Октябрьского района, где она написала, что этот председатель хочет, значит, сломать ей дверь, убить ее и забрать печать. Вы представляете? Мало того, она решила возбудить против него уголовное дело. Она написала в РОВД Октябрьского района, чтобы, значит, возбудили против него уголовное дело, но, значит, следователь отказал, следователь Октябрьского РОВД, и она подала в суд на этого следователя. Все доказательства вот здесь. Ну, я хочу сказать, что почему я не передавала документы, потому что решение принимаю не я единолично, а принимает правление нашего товарищества. То есть есть заседание нашего правления, где было принято решение документы не передавать, а обратиться в судебные органы и признать данный протокол недействительным. Потому что действительно протоколы были составлены в нарушении закона о товариществе собственников, и решения, принятые по этому собранию, также были незаконными. Просто я хотела бы, Татьяна Павловна, вам задать один вопрос. За 8 лет сколько раз было проведено отчетное собрание? Раз. Имеется ли у вашего ТСЖ, открыли ли вы счет в банке, складывали ли вы эти деньги в банк, и где сейчас эти деньги? Как отчитаться? Вот, например, если я собираю деньги, я их планирую сделать то-то, то-то, то-то. Что было сделано на эти 2 миллиона? Вот вопрос.
Ну, На да, давайте по протяжении порядку. 8 2 лет миллиона было это или проведено нет? 7 общих собраний. 4 раза ревизионная комиссия отчитывалась перед людьми об использовании, о начислении, об использовании и правильном израсходовании денежных средств. Ни разу никаких нареканий, никаких замечаний произведено не было. Да, у нас открыт расчетный счет, но не было принято на общем собрании такого решения, чтобы деньги складывались на расчетный счет. Было принято решение, что деньги должны собираться и по мере собрания на какую-то либо работу их израсходовать. Я хотел бы вот нейтральных лиц заслушать. Подойдите к микрофону. Вот Скажите вы, 7 собраний, расчетный счет, все предоставляется так или не так. Давайте разбираться. Я живу в этом доме с 1963 года. Жили дружно, сажали деревья, поливали, работали вместе на субботнике. Но с появлением Мокшиной в нашем доме, которая организовала ТСЖ, а мы относили к домоуправлению 15, спокойная жизнь за нас закончилась. Первой жертвой стал участник Великой Отечественной войны Зазулин Федор Михайлович. У него была льгота на жилплощадь. Мокшина подала на него в суд, и льгота составляла 35 сомов. Наплевать я хотела на твою льготу. Федор Михайлович говорит, что он освобождал от фашистов Украину, Киев освобождал, переправу вел. Он не так боялся Мокшины, как сейчас. Только увидит его руки, вот так дрожат и начинает задыхаться. Теперь Мокшина за неявку на субботнике, она писала вот эти квитанции, штраф 95-летней старухи. Она и бухгалтер, и кассир, и еще, кто еще? И кассир, и председатель, еще. все в одном Техничка лице. еще. Ничего она не принимала. Федор Михайлович ходил, говорит, возьми деньги, возьми. Она, нет, еще 30 сомов. Спасибо, давай, 30 спасибо. вот Займите сомов. место, пожалуйста. Что ты тут стоишь? Вот Можно так? Спасибо. Я сейчас спросил, то есть был приведен пример. Татьяна Павловна рассказала о том, какую деятельность они проводили. Я сейчас прошу, кто-нибудь из жильцов, которые здесь сейчас присутствуют, вы можете подойти и сказать, были 7 собраний или не было, и о той работе, которая проводилась, не о личном впечатлении, а о той... Да, пожалуйста. Ну, давайте об этом и скажем тогда. Что отсиживаться? Здравствуйте, я Денис, житель дома по улице Ахунбаева, дом 98Б. Я, правда, не прописан там, но я так же, как и все, оплачиваю коммунальные услуги, все и отопление, и горячую воду, чтобы сразу У вас Татьяна Павловна фамилия мне... есть? Он живет у тещи. Да. Скажите, пожалуйста. Волошин Денис. Продолжайте. Вот. За 3 года житья я только один раз увидел листок, и то, по-моему, по просьбе людей это было вывесено, где там, куда ушли деньги, и то там было все так непонятно, там типа канцелярия, там столько-то, это столько-то, не было четкого расписания, не было собраний, за эти годы никогда не было собраний. Спасибо. Татьяна Павловна, ну вы прям тиран и деспот какой-то. 8 лет как вас терпели. Да, я хочу сказать, что Волошин Денис, да, действительно, его мама проживала в 56-й квартире, Волошина Татьяна, которая уже лет 6 назад продала квартиру, и в настоящее время Волошин вообще в нашем доме не проживает. Мы собрались, чтобы на конкретном примере рассмотреть, как вообще нам быть в данной ситуации. Татьяна Павловна, вы готовы сложить свои полномочия и не чинить больше никаких коллизий? Свои полномочия я готова сложить уже с 1 апреля 2014 года. Именно с того времени, как на заседании нашего правления было принято такое решение. Поэтому я уже даже более того скажу вам, уже я даже составила все акты приема передачи, вот они все. Более того, я эти акты уже все подписала, что я сдала. Осталось только вписать, вот везде есть «принял», вписать фамилию этого человека, который бы принял. Но на сегодняшний день до сих пор из тех членов вновь избранного правления так и не избран исполняющий обязанности председателя. Спасибо. Пожалуйста, У нас 2 как вопроса, только и комментарий, пусть пожалуйста. приходят. Я являюсь председателем ТСЖ «Парусник», 4-й микрон, 32-й дом, и знаю Татьяну Павловну, и уже познакомилась с ее жителями, в общем-то, по этой ситуации. Вот единственное, у меня такой вопрос. Насколько я знаю, по закону ТСЖ, главным органом управления в ТСЖ является общее собрание, никак не правление. И если общее собрание приняло решение, значит, о переизбрании, соответственно, правление не может решать о том, что передавать, либо не передавать. Татьяна Павловна, у меня к вам единственный такой вопрос. Вот сейчас у вас идет спор между жильцами.
словами, что ревизионная комиссия была, они утверждают, что ее не было. Можно спросить, вот у нас, например, в нашем ТСЖ есть книга инспекторских проверок. Была ли у вас действительно, ведется ли у вас каким-то образом тоже вот такое подобное, что вы можете действительно показать? Вот я могу показать свою книгу, где у меня действительно расписывается ревизионная комиссия. Есть ли у вас что-нибудь подобное? Прежде чем ответите, я хотел бы обратиться к нашим телезрителям, чтобы они тоже взяли данную инициативу на заметку, чтобы в будущем таких споров, да, заведите себе подобные книги, это будет документом в любых спорах. Пожалуйста. Да, у нас есть такие акты проверки ревизионной комиссии. Я их тоже могу предоставить. Их подделать тоже невозможно, потому что там есть подпись Надежды Ивановны. Ваш вопрос, пожалуйста. Я Акиев Дишинал Акиевич, управление жилищно-коммунального хозяйства города Мери. Своими глазами видел, вот из 70% людей, там были в основном жители пенсионного возраста, люди просто плакали из-за ее действия. Согласно закону ТСЖ, когда собрание постановил переизбирать, в тот же день она должна была передать. Не в тот же день, хотя бы там была избрана ревизионная комиссия. Я участвовал, я же говорю, меня пригласили, поэтому я участвовал. Поэтому мне непонятно, почему до сих пор она ходит и не сдает. Почему она нарушает закон о ТСЖ? Потому что не является, как здесь было уже сказано, правление не является высшим органом закона ТСЖ, является собрание. Хорошо, спасибо. У нас присутствует сегодня Суизбек Сатыбалдиевич Салиев, депутат городского Кенеша, город Бишкек. Суизбек Сатыбалдиевич, ваши пару слов. Я думаю, к вам часто обращаются с подобными вопросами, с просьбой повлиять и решить. Видите, ситуация, когда жильцы сами не могут договориться друг с другом. Но я хочу говорить не о законе, а о межсоседских отношениях. Это более тонкая и более, скажем, неосязаемая вещь, но ее мы должны все соблюдать. Без уважения друг к другу, как к соседу, построить хороший дом, где все жители счастливы, невозможно. Поэтому, обращаясь и к этой стороне, я думаю, что есть и сторонники и у Татьяны Павловны тоже. Здесь важно в чем-то пойти на уступку, пойти на компромисс и прийти к общему согласию. Иногда мы, жители, бываем очень не жалеем друг друга, можно сказать так. Что касается конкретно этой ситуации. Да, по правовой части. По правовой части, то собрание приняло решение, это высший орган ТСЖ, и его решения должны исполняться. Татьяна Павловна, согласны? Да, но это решение общего собрания, также мы вправе обжаловать судебные органы. И не вы ли, Светлана Анатольевна, когда я сказала, что я передам все документы, убеждали меня, что не надо передавать, надо обязательно признать этот протокол недействительным и показать людям, что надо собирать собрание правильно, в соответствии с законом и принимать законные решения. Вы меня убеждали. Когда квартиранты пишут или еще кто-нибудь, это приводит к тому, что действительно эти документы можно обжаловать. Но в данном случае, когда уже был второй раз, уже люди обученные, их Татьяна Павловна обучила с первого раза, да, они уже это все учли, и в списке, вот в протоколе этого собрания стоят подписи собственников жилых и нежилых помещений. Их должно быть 51%. В собрании могут участвовать, помимо собственников, могут и другие люди, ну, муж, жена, дети, любой человек может прийти и участвовать в этом собрании, но принимать решения могут только собственники. И если собственники в данном доме приняли решение о том, чтобы избрать новое правление, нового председателя, то старое правление, оно с этого момента становится уже старым и нелегитимным, и должно все передать новому руководству. Алла Александровна, Да, вот я документы хочу... подготовлены, печати, подписи, все стоят, ждут только ваших инициатив. Я хочу чуть-чуть ситуацию разъяснить. Ага. Значит, Татьяна Павловна постоянно лукавит, я не знаю, можно по группе сказать. Первое собрание, которое она решила обжаловать в суде,
она сама написала повестку дня, выбор нового председателя или закрытие ТСЖ. На этом собрании она сама лично голосовала, голосовали все ее управления, и этот протокол имеется. Но вы поймите, не ревизионная комиссия. Вообще, если брать устав ТСЖ и закон о ТСЖ, я просто здесь очень много времени займу, если буду перечислять все статьи и части этих статей, которые она нарушает, понимаете? Дело в том, что у нас ревизионные правления, выбрались родственные связи все. В правлении у нее сноха, там в ревизион, а это не допускает закон ТСЖ. И у меня есть заявление в правлении уже с 2009 года, где я пишу, что гражданка Мокшина превышает свои полномочия, как председатель и так далее. Я вам хочу сказать, за эти все значит, 2009 года я получила только один раз ответ, значит, кто принимает эти решения, хотела ознакомиться с той деятельностью, почему эти деньги идут не туда, куда надо, где эти деньги. Значит, один раз за все вот такие заявления, которые у меня есть, фиксировал только Мокшин, ответов не получала. Все, Алла Последний раз спасибо, я получила ответ, стойте. Ну, давайте по порядку. Человеку просто ответить за все пункты. Давайте. Я хочу поправить выступление ваше и сказать, что да, я никогда не учила вновь избранного правления включать в состав присутствующих на собрании людей, которые лежат и вообще не поднимаются с постели, такого, как они включили Коснов Владимир Константинович, и не включать мертвых людей я не учила. А вот по поводу выступления представителя ЖКХ мэрии, вы правильно сказали, что да, действительно, на собрании 16 июля присутствовало 70% жителей дома, но никак не собственников квартир, которые могут решать какие-то вопросы и принимать по этим вопросам решения. Татьяна Павловна, вас же не было на собрании. Сейчас человек сказал, выступил и сказал, что на собрании, я повторяю то, что он сказал, это можно в записи проверить. Он сказал, что на собрании присутствовало 70% жителей. Я вам хочу отвечу. Дело в том, что жители, я согласна, но не членов товарищества. Там есть список жителей, список собственников, которые приходили и говорили. И говорили о том, что никаких собраний не было, никаких отчетов тогда не было. Там 70% людей, жильцы этого дома. Но они говорили, что вы ни разу не проводили собрание, ни разу финансово-хозяйственную деятельность, о своем финансово-хозяйственной деятельности, кроме правления, вы нигде не отчитывались. А что вам мешало, как руководителю, попросить у меня, чтобы я вам принесла все эти протоколы на ваше обозрение? Я не имею права, что проверять вашу... А я бы все равно принесла, я же Базаркулову все показала. Потом, когда вас приглашали районная администрация, управление жилищно-коммунального хозяйства, почему вы не приходили? Вот для этого как раз и существуют у нас местные органы самоуправления, которые должны помогать в области ЖКХ разруливать такие вещи. Если Татьяна Павловна хочет передать, а новые правления и новые люди хотят принять, то есть нейтральные люди, которые могут быть свидетелями этой акта передачи и провести, задокументировать и честно, спокойно передать все документы учредительные, передать всю документацию, которая накопилась за 8 лет, исходящие, входящие, передать денежные средства, которые находятся в банке, передать денежные средства, которые находятся в кассе. Но я бы хотела отвлечься от этого конкретного момента и сказать, что таких случаев, как в Конкордии, вагон и маленькая тележка по нашему городу. Например, «Комфорт», громадный дом. Председатель с июля месяца, у него закончились полномочия, она их стала обновлять только тогда, когда это было надо в суде. Вопрос: с момента окончания полномочий вашего председателя люди должны провести собрание, и председатель должна это сделать сама, потому что она на данный момент является председателем. Но почему-то этого никто ничего не делает. Денежные средства кочуют непонятно где. Вот, например, Мента. Здесь еще сидят с Востока 5. Посмотрите, предыдущие председатели не хотят отдавать эту власть. Но если в ТСЖ происходят незаконные действия с денежными средствами, никто ничего не знает, то это уже вопрос ГУБЭПа. Это милиция должна разбираться с каждым конкретным случаем и выносить свой вердикт. Есть здесь хищение денежных средств, потому что в некотором, Ибраимов 181, председатель
отдала в аренду земельный участок ПЗО на 49 лет за 1 миллион. И где этот 1 миллион сомов, никто из 200 с лишним квадратных квартир, никто не знает. Она собрала вокруг себя своих людей и продолжает бесчинствовать. Она продала 1-й, 2-й этаж, лестничную площадку на 1-м, 2-м этаже. Поэтому здесь, Татьяна Павловна, это не самый худший вариант председателя. Я с Татьяной Павловной Мокшиной знакома с 2006 года. И я вам хочу сказать, я лично с вами беседовала. Вы говорили, что у вас на территории находится 12 павильонов, что вы эти деньги будете собирать на замену, не восстановление, на замену кровли вашего дома. Сегодня я попала на передачу, и теперь я вижу вас, и я очень удивлена. И, честно говоря, я думала, что вы за эти 7 лет поменяли крышу. На самом деле вы устроили кормушку для себя и для ваших родственников. Да. Но я хочу сказать, так, что подождите. Я не распоряжаюсь. Так, подождите. А теперь я вам говорю, как противоположной стороне. Вы упустили время, начиная с 16 июля до сегодняшнего 19 февраля, для того, чтобы конкретно Мокшина Татьяна Павловна, как вы говорите, подчистила все свои концы. Счет у нее открыт, деньги не лежат, деньги у нее в кармане, деньги в кармане у ее и у всех тех, кто был в правлении. Теперь мне обращение вот к вам и к вам как жителям. Я вам хочу сказать, вот эти монстры в лице Мокшиной Татьяны Павловны, я за свои слова отвечаю, взращиваются только при вашей пассивности социальной, потому что, не требуя отчетности, не проводя собрания, вы создали эту ситуацию именно как собственники жилья. В итоге вырос монстр, который съел ваши деньги, а ваш дом как был вот загнутый, так и остался. И поэтому я обращаюсь к горожанам. Эти ситуации создаются при нашей социальной пассивности. Мы позволяем нас обдуривать, надуривать и пользоваться нашими деньгами, при том, что действительно жилищный фонд города разрушается. Собственно, для этого и создана наша программа, чтобы рассматривать в целом ситуацию на каких-то конкретных примерах. Передача началась с того, что у нас 8 лет ТСЖ, и дом в таком состоянии. И почему она 8 лет не соблюдает закон ТСЖ? Мы в течение всего часа передачи так и не услышали от нее ответа. Так? Почему? Где деньги? Почему дом такой? Непонятно. Теперь по поводу передачи. Я считаю, что Мокшина продолжает дальше над нами издеваться. Мы неоднократно ей уведомляли заказными письмами о том, что в такого-то числа, в такое-то время мы придем принимать. Комиссионно. Что вы думаете? Она в это время просто сидела и не открывала. И это, понимаете, просто идет продолжение издевательства. И я считаю, все, что, как она работала, ее никто не избирал на очередные дальнейшие сроки, и когда она довела вновь избранного председателя до смерти, и я могу это доказать, потому что полгода она его таскала по всем инстанциям и по судам, она просто без всяких условий должна просто сдать. Ну, я хочу сказать только одно. Вот, пользуясь этой передачей, я приглашаю вновь избранное правление, а это Шиянов, Анарбеков, Максутулу Эрлан и Самоволов Андрей, пожалуйста, пусть они придут, могут все вчетвером прийти и принять эти все документы. Только не надо, Надежда Ивановна, приходить вам, не надо вам приходить, не надо вам, Алла Александровна, не надо приводить своего сына, не надо приводить своего мужа. Полгода вы никто. В декабре ваши полномочия Все, уважаемые гости, закончились. время нашей программы подошло к концу. У вас была возможность высказаться и прийти к какому-то решению. Увы, мы так этого и не сделали. Не было ничего назначено. Дело будет продолжаться. Мы будем также от лица Первого общественного канала, от программы ЖКХ следить за развитием событий. Я надеюсь, что возымеет какой-то компромисс, голос разума. На этом наша программа заканчивается. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные темы, допустим, у вас не работает лифт, либо вы возмущаетесь тем, что в вашем многоквартирном доме размещаются суточные гостиницы и какие-то другие интересные темы. Сейчас внизу экрана вы видите телефон. Начинайте звонить прямо сейчас. Пишите ваши смс-сообщения, где укажете ваш адрес, вашу проблему. Мы обязательно свяжемся и будем рассматривать эту тему. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.